Природа – это волшебный мир, который захватывает дух и наполняет сердце трепетом. Но за его красотой скрывается непредсказуемая сила, которая порой оборачивается горечью и потерями. Поселок Черниговка уютно расположился в 25 километрах от столицы Абхазии. Большую часть села занимает живописное горное ущелье, по дну которого протекает река. Даже в самые жаркие дни здесь прохладно. Для прогулок по ущелью не требуется специальное оборудование или особая физическая подготовка. Однако совсем недавно здесь случилась трагедия, событие, которое потрясло всех. В поисках запечатлеть удивительную красоту в этом месте 27 июля произошла страшная трагедия. Сорвался в обрыв и погиб мальчик из Мурманска. Ему было 15 лет. МЧС Абхазии призывает всех быть предельно осторожными, беречь свою жизнь и соблюдать правила безопасности. В тишине и красоте каньона, среди зелени и шума воды, судьба оборвала жизнь молодого подростка. Казалось бы, обычная прогулка и фото на фоне горного пейзажа. Но в один момент невнимательность или случайность превратились в роковой инцидент. Фотография в обмен на жизнь. В эпоху соцсетей люди готовы рисковать ради эффектных снимков. Но иногда цена за лайки оказывается слишком высокой. На первый взгляд спуск кажется легким, но скользкие камни, неровности делают его опасным. Малейшая ошибка и случается беда. Решил сфотографироваться. Вот рядом да, красивый вид на каньон. Вот, и при этом поскользнулся и упал в яму, в расщелину, в которой застрял. Мы пытались помочь. Те, кто находились рядом, по информации, которая у нас была, человек просто не смог из-за своих габаритов протиснуться. То есть это расщелина, в которую человек попадает, его заклинивает там. Стенки расщелины скользкие, соответственно, упереться туда как-то очень сложно. Особенно если ты упал и ударился еще при этом и, возможно, потерял сознание. Не оставляйте детей без присмотра на территории ущелья. Скользкие камни таят опасность. Такая вывеска размещена на входе, чтобы предупредить посетителей. Однако, к сожалению, люди часто пренебрегают предостережением. Это приводит к трагическим последствиям, поскольку даже малейшее падение на мокрых и скользких камнях может стать причиной серьезных травм или беды. Помните, безопасность в ваших руках, особенно когда рядом дети. Где бы вы ни были, находясь на природе, стоит вести себя довольно осторожно, бдительно. То есть учитывать опасности, которые могут находиться рядом, которые могут быть не видны. Вот. Но чем больше стараешься увидеть и предостеречь самого себя от таких ситуаций, которые могут навредить здоровью, навредить жизни либо кому-то другому, тем реже это будет происходить. И с нами в том числе. Противостоять стихии или желанию седлать волну. С этой дилеммой, пожалуй, хоть раз в жизни сталкивался каждый. В большинстве случаев благоразумие берет вверх, и люди останавливаются на последнем варианте. Но порой человек все-таки бросает вызов природе. Желание окунуться в бушующее море, зайти за черту опасной зоны, где нельзя купаться, пересиливает инстинкт самосохранения. С начала купального сезона в республике погибли 3 человека на водных объектах. Недавно в Мюссере там парень слетел с катера, вернее катер тащил. Они там работали уже давно, катер тащил банан, и вот он с банана слетел, ударился в воду и ушел под воду. Безопасность на воде остается крайне важным вопросом. Во всех районах Абхазии, где реки впадают в море, купаться опасно для жизни. В субботу в Гале несовершеннолетняя утонула в районе слияния реки с морем, предположительно попав в водоворот. Попытку спасти ребенка предпринял член ее семьи. Однако, несмотря на его усилия, девушка уже не подавала признаков жизни. В результате тяжелого эмоционального потрясения мужчина скончался на месте от остановки сердца. Там, где река впадает в море, метров 200 слева-справа заходить нельзя. Хоть там и не было знаков запрета о том, что там купание запрещено, но все местные жители об этом знают в принципе. Там до 20 метров по пояс вода, а потом резко уходишь под воду, там водовороты. И вот девочка упала, и ее родственник вытащил, но, видимо, сердце не выдержало такого, увидеть родственника близкого морально, и человек сам тоже умер от сердечного приступа.
Тенгиз Сабу отметил, что особое внимание нужно уделять детям. Были случаи, когда дети терялись на пляжах. Так, 6-летняя девочка убежала от матери, которая ненадолго отвлеклась. То же самое был случай. Мать сама пришла, ребенка потеряла. Ребенок убежал, где-то в другом месте купался. Поэтому просьба и для местных жителей, и для людей, кто здесь отдыхает, чтобы в первую очередь они следили за своими детьми. И вот очень часто люди пьют спиртные напитки, хоть это и запрещено, и купаются на море. Запрет продажи спиртных напитков на пляже, но и тем не менее мы визуально можем наблюдать, что на большинстве пляжей продают спиртные напитки. А в такую жару, выпив спиртные напитки и потом искупаться, это очень небезопасно. В Абхазии насчитывается 19 пляжей, включая городские и арендуемые. На 7 из них купаться опасно. В основном это пляжи в Сухуме и Пицунде. Все 5 пунктов, в принципе, выполнены, но самый главный пункт – это вот спасателей нету. По городу Сухум, городской пляж, есть 3 спасателя, но по всей территории 3 человека не успеют, тем более они дежурят, заменяя друг друга. Несчастные случаи с туристами, к сожалению, происходят во всем мире. Очень часто это происходит по неосмотрительности самих гостей. К примеру, в популярном среди туристов в горном регионе Трентино в прошлом году была проведена 1381 спасательная операция и спасено более 1500 человек. Из них около половины были травмированы, 40 скончались. Чтобы уберечь себя от беды, достаточно не испытывать судьбу и прислушиваться к специалистам. Тезис о том, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих, по-прежнему остается актуальной. Жазина Ханагуара, Мукамке, Абхазское телевидение.